Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня. Сегодня в выпуске. Новый этап в развитии абхазо-российских взаимоотношений в сфере медицины. В АГУ начались курсы повышения квалификации для учителей-психологов. 25 апреля черкесы всего мира отмечают День адыгского флага. Вице-президент Бадра Гунба принял делегацию Ленинградской области во главе с первым вице-губернатором Ленинградской области, руководителем администрации губернатора и правительства области Игорем Петровым. В рамках встречи стороны обсудили различные аспекты сотрудничества. Важнейшим направлением в нашей внешней политике является взаимодействие с Российской Федерацией. Безусловно, это взаимодействие невозможно без взаимодействия с субъектами Российской Федерации. В этой связи для нас очень важна работа, которая началась с Ленинградской областью. Область, которая динамично развивается, по некоторым показателям находится в лидирующих позициях в Российской Федерации. Конечно, это стало возможным благодаря усилиям и опыту команды во главе с губернатором Александром Юрьевичем. Мы это знаем не понаслышке. Буквально в декабре наша делегация посещала Ленинградскую область. Наши коллеги имели возможность посетить ряд крупных предприятий, увидеть то, что происходит на территории. И, безусловно, впечатлило наших коллег. Мы благодарим вас лично, всю вашу команду за организацию этого визита. Ваш визит, безусловно, придаст импульс взаимодействию с Ленинградской областью. Пользуясь случаем, хотел бы от лица Аслана Бжаня, главы государства, передать приглашение губернатору Ленинградской области Александру Юрьевичу посетить Абхазию в любое удобное для него время. Александр Юрьевич планирует посетить вашу страну примерно во второй половине мая с мотопробегом. У нас их намечено два. Один будет в конце лета, мотопробег Владивосток-Выборг. Через всю страну будет ехать большая группа мотоциклистов, и это такое грандиозное событие, заезжая во все значимые города и так далее, и так далее. Но здесь будет маленький мотопробег именно по вашей стране. Уже побывали, Александр Юрьевич с этими спортсменами, мотоциклистами, так назовем их, да, в Крыму, в Сочи. Ну и, конечно, после того, как ваш визит состоялся к нам, было решено, что посмотрим здесь, в этом режиме, вашу страну. Вообще, Ленинградская область, конечно, сотрудничает с очень многими регионами и даже странами. Но Абхазия, конечно, особый случай. Тут и личные впечатления молодости, когда здесь был когда-то. И Александр Ильич здесь был тоже. И, конечно, я думаю, у всех россиян к Абхазии совершенно особое отношение. В Сухуме прошел первый абхазский медицинский форум, в котором приняли участие представители абхазского и российского медицинских сообществ. Организаторы – Министерство здравоохранения Республики Абхазия, Общественная организация Ассоциации реабилитологов Абхазии и Общероссийская общественная организация Российское медицинское общество. Все подробности в репортаже Алики Трапш. На протяжении 2 дней абхазские и российские врачи выступили с докладами на темы реабилитации, неврологии, коронавирусной инфекции, санаторно-курортной инфраструктуры, эстетической хирургии, нейрохирургии, кардиологии. Министр здравоохранения Эдуард Будба, говоря о работе первого абхазского медицинского форума, отметил важность взаимодействия с российскими коллегами. Мы реально находимся в таком историческом моменте в республике, когда зарождается вот такое хорошее дело. Первый абхазский медицинский форум, мы планируем его сделать ежегодным. Далее мы планируем в межсезонье, по весне, по осени делать тематические конференции по разным профилям. Мелкими, но уверенными шагами мы идем вперед. Выполняем те задачи, которые мне, как министру здравоохранения, поставил глава государства Аслан Георгиевич Бжаня. Абхазский медицинский форум, я думаю, что он будет иметь достойное, хорошее продолжение, когда у нас есть такие учителя,
старшие люди, великие академики, которые приехали, находятся с рабочим визитом в Республике Абхазия. Это все дело мы будем и дальше и укреплять. Медицина в мире развивается очень стремительно и переходит на современные методы скрининговой и фундаментальной диагностики. Развивается мощное направление реабилитационной медицины и оздоровительного лечения и практики. Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, вице-президент Российской академии естественных наук Юрий Рахманин особо подчеркнул, что сегодня огромное значение приобретают санаторно-курортные учреждения, и для их развития у Абхазии есть большой потенциал. Эти учреждения должны быть оснащены самой современной диагностической аппаратурой, потому что именно здесь он может получить ответ, что у него за болячки, что с этим делать. И второе, уже, конечно, нужно располагать не только, значит, природными возможностями, а природа очень много дает для учреждений Абхазии, но и специальными медицинскими услугами, физиотерапия, теренкуры, и лечебная гимнастика, массаж и прочие процедуры, которые тоже должны быть поставлены на высокий уровень. Вот обмену этой вот информацией и определенной тенденции к централизации, общению для того, чтобы знать, где и когда перенимать самый передовой опыт. Не начинать все с нуля, а начинать танцевать уже с определенных позиций. В ходе форума абхазские российские врачи делились мнениями и опытом реабилитации людей, приезжающих в Абхазию, а также говорили о реабилитации граждан республики, перенесших различные травмы и заболевания. Мне кажется, было очень важно услышать, обменяться мнениями и понять, что же, собственно, нужно делать, какая дорожная карта должна быть построена. Что-то мы уже показывали, потому что мои коллеги консультировали пациентов, показывали, что можно делать уже сейчас, что нужно сделать для того, чтобы реабилитация, восстановление было еще более эффективным. И, конечно, я думаю, что очень много предстоит сделать для того, чтобы вот все те планы, все те перспективы, которые мы намечали и которые мы считаем абсолютно достигаемы, чтобы они в ближайшее время реализовались. Тема нашего форума – это все-таки реабилитационный потенциал именно Республики Абхазия. Он очень большой, потому что здесь могут не только лечиться, но и оздоровляться, и профилактические, значит, мы можем, в наших условиях можно позволить себе и профилактическую, и немаловажную медицину, которой вообще Абхазия вообще когда-то являлась. Поэтому сегодня идет этот этап возрождения, этап возможности возрождения именно в наших условиях, обмен опытами, будут приезжать специалисты, которые будут, значит, обучаться. Мы тоже, специалисты, которые есть в Абхазии, мы же тоже обучаемся в основном в Российской Федерации, мы являемся студентами этих вузов тоже, и поэтому это будет помогать именно развить реабилитационный потенциал. А он без медицинской основы и без наших природных ресурсов. В работе форума приняли участие профильные абхазские специалисты, которые выступили с докладами. Помимо научной составляющей форума была и практическая работа. Российские медики провели прием пациентов в медучреждениях республики. Руководитель Центра ортопедии и хирургии Федерального медико-биологического агентства Жаглин Антон Владимирович со своим другом, тоже травматологом, заведующим отделением, они здесь провели 2 операции по замене коленного сустава. Абсолютно бесплатно, как для наших пациентов. Всю эту нагрузку взяло на себя Министерство здравоохранения по покупке самого непосредственного импланта. Коллеги провели мастер-класс и также показали, как устанавливать эти импланты, потому что это все такое передовое. В республике это далее уважаемый академик, вчера Караулов поехал, великий аллерголог, иммунолог, поехал в республиканскую больницу, проконсультировал там пациентов, предварительная была запись, согласование. Также поехали другие наши специалисты, нейрохирурги, вертебрологи, реабилитологи. Сегодня также планируются консультации в других лечебных учреждениях. Всех пациентов
персонально были записаны пациенты, предварительно доктора отобрали этих пациентов, просмотрели историю болезни, сделали снимки при необходимости свежие, кому-то сделали компьютерную томографию. Все это абсолютно бесплатно для наших граждан, которые нуждаются. Я думаю, вот такого уровня консультации в Республике Абхазия, такого уровня специалистов еще не было, и поэтому приятно, что мы смогли вот так помочь тем людям, которые нуждались в этом, когда идет форум, параллельно пошли консультации в наших лечебных учреждениях. Первый Абхазский медицинский форум – начало нового этапа в развитии абхазо-российских взаимоотношений в сфере медицины. Алика Трапш, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Премьер-министр Александр Анква принял представителей российской делегации, принимавшей участие в первом Абхазском медицинском форуме. Глава правительства выразил им благодарность за участие в форуме и всестороннюю его поддержку. Премьер-министр особо отметил, что абхазская медицина при поддержке российских коллег и друзей постепенно реанимируется. На средства российской финансовой помощи восстановлен ряд важных медицинских учреждений. Будущие медики обучаются в различных профильных вузах Российской Федерации. Кроме того, высококвалифицированную помощь получают абхазские пациенты в учреждениях здравоохранения России. Важно, что сейчас через профессиональный форум специалистов Абхазия и Россия вышли на новый уровень сотрудничества. Российские медики высказали свои предложения по повышению эффективности двустороннего взаимодействия, а также готовность к сотрудничеству в научном, законотворческом, кадровом и практическом форматах. В рамках медицинского форума российский невролог-реабилитолог Елизавета Конева провела прием пациентов в Сухумской городской больнице и детском реабилитационном центре. О том, как прошли консультации, расскажет Эсма Гуланзе. Елизавета Конева – доктор медицинских наук, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации МГМУ имени Сеченова. В Сухумской городской больнице специалист провела прием неврологических пациентов и пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Невролог-реабилитолог занимается восстановлением утраченных функций и лечением заболеваний нервной системы. Процент таких больных в нашей республике немал. Сердечно-сосудистые больные, которыми мы занимаемся, а у нас два таких отделения, это кардиологическое отделение и неврологическое. Эти заболевания с большим процентом инвалидизации. То есть большой процент, конечно, есть многие, которые возвращаются на свою работу, свою среду, но от которой остается, им надо помощь. Им нужна помощь, но, к сожалению, эти вопросы еще недостаточно развиты у нас. И этот форум, я думаю, что послужит основой для развития реабилитации. Далее Елизавета Конева провела прием в Республиканском реабилитационном центре. Совместно с абхазскими специалистами были осмотрены дети с различными неврологическими диагнозами. Прием проходит хорошо, детей тоже много. Мы смотрим на выписки, и уже она из этого уже исходит и смотрит дальнейшую после операции, какой результат до операции, после операции, какую работу мы здесь проводим, что-то добавляет, что-то может убрать. С диагнозом наших врачей совпадает то, что она говорит? Да. Все консультации были согласованы. К специалистам записывали наиболее нуждающихся в помощи пациентов. Дальнейшие рекомендации, тактику ведения этих детей, лечебную тактику ведения этих детей, наше видение со специалистами совпадает. Поэтому, конечно, большое количество детей, которые нуждаются в реабилитационной помощи и поддержке, они ее и в республике получают. Безусловно, нужны высокотехнологичные курсы реабилитации, которые должны периодически проводиться этим детям, да. Но в полном объеме помощь высококлассная, она есть, и я восхищена специалистами, которые работают в детском республиканском центре. Сейчас мы смотрим деток, и это такая первичная консультация, обмен мнениями о детях и дальнейшие пути взаимодействия для того, чтобы дети могли выезжать в том числе на какую-то высокотехнологичную, в специализированные центры реабилитацию. Пути этого мы будем обсуждать с Минздравом, и пути маршрутизации этих детей, они, конечно, должны быть. По итогам медицинского форума и консультаций планируется дальнейшая совместная работа в плане образовательной и лечебной деятельности. Эсма Гуланзе, Нарсоу Цулуке, Абхазское телевидение.
В рамках работы медицинского форума российские врачи-травматологи провели сложные операции по замене коленного сустава. Подробности в материале пресс-службы Минздрава. В рамках первого медицинского форума, впервые проходившего в Абхазии, в республику приехали российские хирурги для проведения операции по замене коленного сустава. Пациентку 57 лет отобрали медики республиканской больницы. Операция ей была показана в связи с трудностями передвижения и постоянными болями. Произвели замену сустава хирурги Антон Жаглин и Алексей Березин. Хочу сказать, что были, в общем-то, скорее приятно удивлены уровнем подготовки местных докторов и среднего медперсонала, потому что все-таки, не надо скрывать, это достаточно редкая операция для местного населения и для местного медперсонала. Однако все, начиная с заведующего отделения и включая там последнюю санитарку и операционная сестра, достаточно уверенно себя чувствовали, помогали нам и делали все так, чтобы мы не чувствовали себя вдали от своих возможностей дома. Первая операция проходила около 2 часов, вторая, аналогичная, немного дольше. Под постоянным контролем и поэтапным объяснением каждого своего движения российские медики раскрыли коленную чашку, удалили часть кости и подготовили место для имплантата. Надо отметить, что за исключением некоторых инструментов, хирургия республиканской больницы хорошо оснащена, подчеркивают российские специалисты. Спасибо большое, дорогих коллег, на гостеприимной абхазской земле за встречу нашу, за такой искренний интерес и, как уже сказал Антон Владимирович, за такую, скажем так, удивительную способность и подготовленность именно к этой операции, потому что чувствуется, что это было необходимо, что доктора ждали, готовились именно к проведению этой операции. И я надеюсь, в будущем это станет в этой больнице и вообще в Абхазии рутинной операцией и будет выполняться на самом высочайшем уровне. Если для российских медиков операция по замене коленного сустава – это мероприятие рутинное и каждодневное, то для абхазских хирургов это событие. Несколько докторов страны присутствовали на операции и следили за техникой выполнения хирургического вмешательства. И это, безусловно, важно и нужно больше и чаще проводить подобные мастер-классы, отмечают абхазские хирурги. Это довольно востребованная операция. У нас в Абхазии очень много данной патологии, таких пациентов очень много. И сегодня мы непосредственно ознакомились с самой техникой этой операции. В общем, это очень важная и нужная вещь для нашей страны, для нашей республики, для наших граждан. Фактически наша республиканская больница, она по оснащению готова и подходит для проведения данных операций. Единственное, что необходимо, это обучить персонал в первую очередь и обеспечить данными имплантами. Пациентке вставили протез высокого класса фирмы Johnson & Johnson. Операция прошла успешно, что не может не радовать руководство медучреждения. Данное событие является прогрессивным. Для нас оно очень радостно. Сегодня произошедшее подчеркивает еще раз дружественный характер взаимоотношений между Российской Федерацией и Абхазией. Наши российские коллеги выразили готовность оказать нам помощь в любой ситуации на месте здесь, в Республике Абхазия, также в Российской Федерации. Они сегодня для меня, как для руководителя, это событие знаковое и очень важное, потому что мы в своей работе ориентируемся на введение новейших технологий в лечении наших пациентов. Останавливаться на достигнутом руководство Минздрава не спешит. В планах еще больше мастер-классов и выведение хирургической службы на качественно новый уровень. Об этом говорил министр Эдуард Будба, который приехал в больницу, чтобы выразить благодарность российским коллегам. Хочу поблагодарить Антона Владимировича Жаглина, руководителя Центра травматологии и ортопедии Федерального медико-биологического агентства, который приехал с города Москвы, провел здесь мастер-классы по замене коленных суставов. Наши коллеги посмотрели, как такого рода оперативное вмешательство впервые в Республике Абхазия проходит. Проведены 2 операции.
В дальнейшем мы планируем развивать это направление хирургическое. Также мы будем оперировать здесь, на территории республиканской больницы, сложные случаи тазобедренного сустава, сложные случаи коленного сустава. Также впервые, наверное, планируем говорить о том, что будет проведена замена плечевого сустава, эндопротезирование плечевого сустава в ближайшей перспективе. Хотел бы искренне поблагодарить всех наших российских коллег, которые приехали в Республику Абхазия. Оба пациента, которым заменили коленный сустав, чувствуют себя стабильно. В течение недели они будут отпущены домой. Так, благодаря вмешательству врачей, двое людей, практически забывших, каково это – ходить и жить без боли, совсем скоро вернутся к здоровой жизни. В Сухуми прошел совместный брифинг ряда оппозиционных общественно-политических организаций. Участники высказали свое мнение по вопросам национальной безопасности. Подробнее в репортаже Рады Чачава. Объединение усилий для противодействия угрозам национальной безопасности. Так участники брифинга сформулировали главную тему прошедшего мероприятия. Нами принято решение объединить свои усилия в деле противодействия угрозам национальной безопасности. Принято решение ускорить проведение съезда, на котором намерены дать политическую, правовую и моральную оценку деятельности политического руководства государства. Обращаемся ко всем гражданам, кому не безразлично будущее Республики Абхазия, проявить свою гражданскую позицию. Мы готовы к диалогу и призываем к совместной конструктивной работе все общественные и политические силы и обеспокоенных граждан нашей страны. Выступающие отметили, что для поступательного развития страны необходима системная и последовательная проработка всех сфер жизни. Как такое могло случиться, что мы, завоевав свою свободу, начав строить свое независимое государство, до сих пор не смогли создать соответствующую экономическую базу, политическую систему для поступательного, самодостаточного развития. Более того, под угрозой стоит наша идентичность. Наша культура, наш язык не востребованы в нашем же государстве. Считаем, стала острой необходимостью мобилизации интеллектуального, духовного и физического потенциала нации для решения стоящих перед нами задач. Не просто выхода из кризиса, а выработки концепции развития независимого абхазского государства. Потенциал для этого у нас есть. Ҳашьцәа иҟарҵаз ауасхыр даара иӷәӷәоуп, убри аҟынтә агәыӷра ҳамоуп ҳара ҳҭагылазаашьа ишҳариашо ԥхьаҟа ҳашцо. Абраҟагьы убыс ҳмеизаӡеит, абыржәы аӡәы далаҳхып, убри ишьҭахь ҳгылап ҳәа уигьы хықәкыс иҳамаӡам. Ҳара хықәкыс иҳамоу ҳахшыҩ еилаҵаны Аԥсны аԥеиԥш шԥаҟалари, иахьышьҭаҳхуа программа убырҭ азҵаарақәа зегьы ҳаԥхьаҟа иҳмыӡбыр, убысҟаноуп ҳуашәшәыраны ҳаныҟало. Депутат парламента, председатель общественной организации Айтгыл Ракан Кварча в завершении брифинга рассказал о создании Координационного совета политических сил, принявших участие в мероприятии. Акрызбахьо, аиҳабацәоуп, агәыбжьанытә инеиуа ҳаргьы акрызбахьо ҳоуп, зегь ҳамбацзаргьы аиҳабацәа еиԥш ҳаргьы ҳбақәахьеит, аҿарацәагь ҳалархәны абра иахьа ахеилак ду ҟаҳҵоит, иахьа еиуеиԥшым ахеидкылақәа ҟарҵоит, уа еиҿыркаауеит, ара еиҿыркаауеит, зегь ртәы сызҳәом, аха ԥыҭҩык гәыԥсык ала ҳаԥсынра иахәындаз ҳәа акы иаҿуп, егьырҭ даҽа рхы иҭҳәааны ҽа усқәак ирҿызар акәхап, аха макьана алҵшәа маҷуп. Иааиуа абимызка аҩныҵҟа аизара дуӡӡа мҩаԥаҳгара ҳҭахуп. Сыздырам аӡәы уа ажәлар еизигарц иҭахуп, аӡәы уа ахаҳҳәот рҳәеит, аӡәы иацы апрезидент дамхәҭоуп рҳәеит, иаха апремиер дамхәҭоуп рҳәеит, ирцәеилаго иалагеит ирҭаху дамырхырҵаха. Уи азаҳҭаху ҳара иаҳҭаху ҳауаажәлар ҳрыԥхьаны
Ахпаразы анагзым. Храза ахтаху. Иштаху хаважлар. Ярмаша мюаил илахва. В брифинге приняли участие представители общественных организаций Асаркял, Айтгылара, Комитет по защите суверенитета, Народная партия Абхазии, а также экспертный фонд ААМТА. 25 апреля черкесы всего мира отмечают День адыгского флага. В Абхазии мероприятия, посвященные Дню адыгского флага, начались с утра в селе Бармыш Гудаутского района. Участники акции – представители Госкомитета по делам молодежи и спорту, адыгской диаспоры, руководство Адыга-Хасы. Представители молодежных организаций возложили цветы к памятнику адыго-абхазского братства. В Сухуме на набережной Махаджиров прошли соревнования по стрельбе из лука. День черкесского флага отмечается с 2010 года. Мероприятия, посвященные Дню адыгского флага, в Абхазии проводят ежегодно. В Минске ко дню рождения Владимира Ленина состоялся международный антифашистский форум, на который приехали представители 50 стран, в том числе и Абхазии. Абхазскую коммунистическую партию представил на форуме ее председатель Бакур Бебия. Главная тема форума – задачи коммунистического движения по борьбе за солидарность прогрессивных сил против новой фашистской угрозы. Бакур Бебия также принял участие в церемонии заложения аллеи мира и созидания. Кроме того, председатель Компартии Абхазии был награжден медалью КПРФ. В Абхазском государственном университете начались курсы повышения квалификации для учителей-психологов общеобразовательных школ и дошкольных учреждений. Курсы начались с установочной сессии. В течение недели будут проходить лекции, тренинги, беседы, мастер-классы, практические и теоретические занятия, которые ведут профессора и преподаватели кафедры психологии педагогического факультета АГУ. Сегодня присутствуют психологи, учителя школьных и дошкольных образовательных учреждений города Сухум, Гагарского, Гудаутского, Галского, Гулрипского районов, а также школ, лицей-интернатов. Обучение будет иметь продолжение в заочной форме. Каждый должен будет написать письменную работу, реферат. Те, которые прошли установочную сессию, написали успешно реферат, им будут выданы свидетельства об окончании курсов повышения квалификации. Целью наших курсов является совершенствование профессиональной компетенции учителя-психолога в области изучения психологии детей школьного и дошкольного возраста, создание широкой теоретической базы, знакомство курсантов с наиболее важными современными методиками, научить их творчески и эффективно применять различные методы и формы обучения на практике. В честь 15-летия признания Российской Федерации и независимости Республики Абхазия русская община запускает новый медиапроект «Абхазия и Россия. Потенциал возможностей», посвященный развитию и укреплению дружеских отношений между двумя странами. Председатель общины Роман Рязанцев рассказал, что медиапроект будет размещен на электронном интернет-портале abkhazia.rf, который был безвозмездно передан абхазским бизнесменам Тимуром Заркуа. Разработка платформы завершится в течение месяца. Главная цель проекта – привлечь известных обозревателей и журналистов, ведущих СМИ двух стран, экспертов и ученых по изучению двусторонних отношений. В рамках реализации медиапроекта будет снят документальный фильм. Специальный показ комедии «Красавец-мужчина» и фотовыставка, приуроченные к 200-летию со дня рождения русского драматурга Александра Островского, прошли в Сухуме. На выставке были представлены уникальные фотографии спектаклей по Островскому, поставленных в абхазских театрах в 20 веке. Мероприятия были организованы в Государственном русском театре драмы имени Фазили Искандера при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московского дома соотечественника и Дома Москвы в Сухуме. В Гагре продолжают погибать собаки. Местные жители полагают, что кто-то намеренно травит животных. Очевидцы рассказывают, в каких мучениях погибают собаки, среди которых стерилизованные, привитые и даже домашние животные. Зоозащитники полагают, что заинтересованные лица таким образом готовятся к курортному сезону. Отдел дознания УВД по Гагарскому району ведет расследование и по убийству собак, которое произошло 17 марта в районе парка Принца Альденбургского, и по
по отравлению. В настоящее время участковый проводит работу по сбору первичного материала. Наша съемочная группа побывала в Гагре. Насида Малия попыталась выяснить подробности происшествия и, конечно же, встретилась не только с руководством администрации, но и с ветеринарами, зоозащитниками и горожанами. Специальный репортаж о массовой гибели собак в Гагре смотрите в нашем выпуске новостей 26 апреля. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 26 апреля на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 5-11, днем 15-20 градусов. Температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.